Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Ключевые события вашей жизни. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, какие же ключевые события в вашей жизни? Так, ну здесь корона выходит, как ни крути, корона. Корона очень сильный знак, но здесь идет корона при условии. Вы знаете, вам по судьбе очень многого добиться в жизни. Вашим планам, вашим мечтам, вашим надеждам суждено исполниться. Но здесь очень важно, чтобы вы полностью доверяли себе и чтобы те, кого вы любите, вас в этом поддерживали. Для вас очень важно мнение любимых людей. Вам очень важно, что вас одобряют, что вас принимают и что вас поддерживают. Знаете, вы такой человек, который может двигать стены. Вы можете в своей жизни все и даже больше. Но присутствует какой-то момент либо неуверенности, либо нежелания заниматься и развивать себя. Возможно, вы настолько милосердный и открытый человек, когда вам легче и проще сделать для другого, для близкого, да и неважно, близкого, чужого. То есть вы человек, который себя может посвятить другим людям. Это ваша как и сильная, так и слабая сторона. В чем сила? Да в том, что это, скорее всего, ваша миссия и призвание. Реализуя эту потребность, вы себя прокачиваете, свою душу, свой уровень духовного развития. Ну а слабая сторона в том, что вы можете пренебрегать своими личными и собственными интересами в угоду других людей. Это то, что вас немножечко ослабляет. Но тем не менее, смотрите, если так сложится ситуация в вашей жизни, что вас будут поддерживать, за вами будут стоять, никаких действий не потребуется от этих людей. Главное, чтобы вот они одобряли вас и говорили, что не переживай, мы с тобой, ты все правильно делаешь, ты молодец. Вы будете идти вперед, вы будете развиваться, вас не остановить. Как ракета полетите вперед к достижению, к получению, к мечте. Но если вдруг так сложится, что вы по разным причинам, да, например, будете переключать свое внимание с своей личности, со своей персоны на тех, кто с вами рядом, то вы можете немножечко и отстать от графика, от плана, либо вообще отодвинуть какие-то свои мечты. Здесь очень важно, кто вас окружает и как эти люди к вам относятся. Знаете, такое впечатление, что не всегда вы слышите либо получаете то, на что надеетесь. При этом, возможно, не хватает каких-то разговоров, коммуникации. Вы вообще такой человек, вы все воспринимаете через информацию. Вы ее ощущаете. Вы не только ее слышите и видите, но вы ее еще ощущаете, вы можете прочувствовать. Часто, наверное, такое в жизни происходит, когда с вами человек общается, говорит на какие-то, может быть, пустые, простые, прямые темы, да, а вы чувствуете, что человек вам что-то не договаривает, либо что-то у человека есть на душе такое, что его беспокоит. И вы концентрируетесь туда. И стесняетесь спросить, и в то же время появляется какое-то беспокойство, да, за этого человека. Здесь очень важно вам преодолеть вот это стеснение и всегда говорить то, что чувствуете, то, что думаете, не стесняться спросить, не стесняться прояснить какую-то ситуацию. Поверьте, вы никого не обидите. Если человек захочет, он расскажет. Если вдруг по каким-то причинам не готов поделиться, да, этой информацией, по крайней мере, объяснит, что так и так, пока я не готов рассказать, да, либо не готов вообще озвучить, да, то, что меня беспокоит. Ключевые моменты.
Ну, сразу вот говорю, да, это очень успешный песок вышел, если бы не это условие. Вы вообще уже преодолели вот самые страшные моменты, которые могли произойти. Какие-то, может быть, кармические уроки, происшествия, какое-то, может быть, взросление, перерождение, трансформацию. Ну, как будто бы вы уже прожили. Либо ваши испытания уже подходят к концу. То есть то, что вы должны были пройти на своем жизненном пути. Испытали, конечно, много всего. Кто-то жестче, кто-то мягче, но тем не менее, вот каждому досталось. Здесь нет человека с легкой судьбой, который бы говорил: да ну, я вот не жил, а пел, да, все у меня вот как прям по горной реке, да, вот прям пронесло меня, да, везде, все у меня хорошо было. Нет, здесь человек рос, взрослел, становился на ножки. Нелегко приходилось. Но каждый урок, который вы получили в своей жизни, он вам запомнился вот прям как от зубов отскакивает. Да? Вы можете вот прям с легкостью и себя где-то вот подтянуть, опираясь на свое прошлое, и кому-то даже подсказать. Вам вообще в судьбе вот кому-то 2 брака идет, кому-то какие-то вот 2 любви, да, 2, причем абсолютно разные вот отношения в браке, в семье, либо в любви. Любовь какая-то, да, одна надрывная, несчастная, вторая счастливая, такая вот добрая, позитивная, гармоничная. Брак один был, например, какой-то, ну, катастрофа, да, не брак. А второй брак, например, он уже такой идет и любовь, и счастье, и радость, и дружба, и мир в душе. То есть, понимаете, как крайности у вас идут. Вам суждено и то испытать. Кто-то измену, предательство в своей жизни повстречал, а кто-то сам рисковал попасть в такую ситуацию, когда там, изменить, да, либо войти в треугольник, например. Вы очень совестливый человек. Вы, знаете, вот кто-то от любви даже отказался здесь. От своей любви отказался, потому что это было, например, неправильно. Либо не имела права быть эта любовь. Сила здесь, конечно, очень мощная заключена в этом песке, но тем не менее. Смотрите, вам, что вы должны знать, вот что впереди. Во-первых, впереди идет закрытие 2 вопросов, очень важных вопросов для вас. Какое-то решение вот примите. Одно решение будет абсолютным, вот просто абсолютное решение и для вас, и для других. А второе решение, вам потребуется чья-то подсказка, чья-то помощь. Там решение такое, знаете, вот что-то отсечь, отрезать, отдалиться, убрать в своей жизни. И вам в этом решении нужно будет одобрение, чье-то одобрение, либо чья-то поддержка. Для вас это будет важно. Поэтому, мои дорогие, не стесняйтесь говорить, спрашивать. Не стесняйтесь показаться глупым человеком. Стесняйтесь того, что вы какие-то вещи упускаете из своей жизни. Да, либо продолжаете то, что, например, для вас и не важно, и не полезно, и мучительно. Вот этого нужно стесняться. Вернее, даже не стесняться, а переживать, что это происходит в вашей жизни. Знаете, кому-то еще суждено ребеночка родить. А кому-то суждено будет переехать в какую-то необычную, для вас необычную, может быть, страну, может быть, город какой-то необычный. Да? То есть из маленького городка, из деревушки вы переезжаете в какой-то огромнейший мегаполис и чувствуете себя вот просто победительницей. А кто-то с одного континента на другой поедет. Вы знаете, вам в будущем вот идут такие уже уроки, знаете, упрощенные, что ли, да, либо для вашего развития. То есть вы будете постигать новое. Вы, вот главный, да, момент, вы столкнетесь с новой жизнью, с новой реальностью, с новыми людьми. Может быть, кто-то с новым языком столкнется, с новым подходом к себе и к жизни, с новой работой, с новой сферой деятельности, с новым окружением. У вас только лишь обновление теперь идет. И еще раз говорю, вот корона. Корона — это знак победителя. Это, ну, корона, да, король, самый главный человек. Вот вы должны быть точно уверены, что в вашей жизни, для вашего окружения вы и есть такой самый главный человек. И не пристало королю, да, спрашивать, например, позволение у своих подчиненных, от своего там двора, да. Наоборот, они все смотрят на вас.
И вы должны знать, что когда вы беспокоитесь и когда вы переживаете, вот все, кто вас любит, знает, окружает, они тоже начинают тревожиться. Потому что вы для этих людей, ну, эталон, икона, да, на вас равняются. Да, это большая ответственность, но в то же время вы должны понимать, что своим примером вы очень многим помогаете. Помогаете идти вперед, развиваться. Вы очень важный человек. Вы человек, даже я бы сказала, судьбоносный. В жизнях ваших близких людей вы судьбоносный человек. Большую роль играете. Важные дела делаете. Вы, может, этого не замечаете, но на самом деле это так. Знаете, песок такой вот прям хороший, даже не хочется здесь копать ничего. Да, вижу прошлое непростое, да, может быть и сейчас вам нелегко, но поверьте, вот оно ваше будущее. Видите, вы при короне, и вас окружают, и берегут те, кто вас любят. Если вы сейчас одинокий человек, ну по каким-то причинам так сложилось, знайте, что это одиночество, это временная ситуация, временный фактор. Все пройдет. Вас будут окружать те, кто вас искренне, по-настоящему будет любить и в вас нуждаться. И это, мои дорогие, замечательно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.